Доброе утро всем, кто сейчас с нами. В эфире 10 часов утра. Сегодня пятница, 15 марта. В эфире программа «Аспекты республики». Микрофон Разиф Абдуллин. Сегодня мы выходим немножко в необычное время. Вместо 9 в 10 часов. Дело в том, что часом ранее мы общались с экспертом, экономистом, журналистом Искандером Махмудовым, который вышел с нами на связь из Нью-Йорка. Там большая разница по времени, поэтому только так мы могли устроить эфир. Кто захочет посмотреть этот эфир в записи, смотрите на нашем канале «Аспекты Башкортостана», вы найдете эту программу. А сейчас мы расскажем о событиях прошедшего четверга в Башкирии, обсудим их, проведем голосование на нашем канале в Ютубе, послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в студии были два гостя: политтехнолог Андрей Петелицын и эксперт в сфере транспорта Олег Арефьев. Еще послушаем запись интервью с женой задержанного в рамках баймакского дела Айтугана Китикова Аминой Китиковой. Еще раз напомню, что это прямой эфир. Вы можете оставлять свои вопросы и комментарии в нашем чате на канале «Аспекты Башкортостан». Комментируйте, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты Башкортостан». Также вы можете поддержать работу нашей редакции финансово с помощью сервисов Boosty и сервиса Donation Alerts. Ссылки на эти сервисы в описании внизу нашей под видео. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В ходе специальной военной операции погибли еще 9 военных из Башкортостана. Об этом сообщила наша редакция. С большинством из них простились в эти дни. 15 марта должны сегодня проститься в 12:30 с Айдаром Хайретдиновым в Серменево. Об этом сообщили в ритуальном агентстве Белорецка. В Белорецке 8 марта простились с Александром Масленниковым. В Мелеузе в этот же день простились с лейтенантом Ильей Шорсткиным. 9 марта в селе Старосибай простились с Василием Кайпкуловым. 14 марта вчера состоялось 3 такие церемонии прощания. В деревне Ирсаево Мишкинского района простились с Александром Тимофеевым. В Туймазинском районе с уроженцем села Константиновка сержантом Андреем Пасечником. И в деревне Чувашский Нагода Каургазинского района с Анатолием Фоминым. Также стало известно о погибшем жителе Стерлитамака Риме Галиеве. Он служил в ЧВК «Вагнер», но похоронен на кладбище под Краснодаром. И также вчера в телеграм-канале «Башкирский батальон» напомнили о гибели гвардии старшего прапорщика Вячеслава Калачева. Это уроженец села Чкалова Иглинского района. И вот сейчас, получается, по подсчетам нашей редакции, число погибших в ходе специальной военной операции из Башкортостана составило 1596 человек. Уже совсем скоро будет 1600. Это такую отметку мы перевалим уже, я думаю, сегодня. Ну, вот это вот сообщение о том, что погиб Вячеслав Калачев из Иглино, навело меня на такую тему, когда я искал подтверждение этой информации, нашел сообщение администрации Иглинского района, и там два события совпали. То есть там открывали мемориальную доску Калачеву и одновременно открыли примерно через какое-то время доску другому товарищу, тоже уроженцу Иглинского района, Николаю Втюрину. Но он чем интересен? Он погиб не в наши дни, он погиб в 1956 году в Венгрии в период венгерского мятежа. Вот это очень интересно. И как это все преподносится, тоже очень интересно. Там, собственно говоря, там подводка к этим словам про эту доску была такая: патриотизм не рождается без прошлого, и сегодня ребята берут пример с наших предков, которые защищали нашу родину до них. Мне стало интересно, а что делал товарищ Втюрин и как он защищал нашу родину в Венгрии. Было очень интересно, потому что, в принципе, нас в школьных уроках по истории этому не учили, а сейчас, в принципе, сейчас все материалы открыты, можно посмотреть и разные версии от них тех же событий прочитать. И вот, как оказывается, в Венгрии в 1956 году в Венгрии восстали против того, что советские войска не вышли из страны, хотя должны были в 1955 году выйти по соглашению, значит, с западными партнерами. Ну, тогда же, помните, после победы они разделили эти разные страны, и в том числе СССР, Европу на зону влияния, ну, вернее, Германию и разные страны на зону влияния. Венгрия была союзником немцев тогда, вот, и там находились наши войска. А в 1955 году появился там такое, ну, в общем-то,
деятель Имре Надь, который стал вести себя более, ну, как бы, не по-сталински, скажем так. Понравился народу, его сместили, и народ возмутился. Появились многотысячные демонстрации, только, по-моему, в центре столицы 200 тысяч человек участвовали, и даже потом военные поддержали свой народ. Вот, и советские войска в итоге вошли на территорию Венгрии, причем трижды они входили. Первый раз было неудачно, они потерпели поражение, второй раз тоже так же, и третий раз уже, когда вмешался туда маршал Жуков и ввели 6 дивизий, если не ошибаюсь, в том числе много танков, тогда это восстание было повергнуто. В истории советской об этом, ну, по крайней мере, в мое время вообще не говорили. Позже, ну, те, кто говорил, они говорили, что это был контрреволюционный мятеж. Ну, вот и сейчас, как вы видите, это преподносится как защита нашей Родины на территории Венгрии. Ну, о чем хочется еще здесь как бы одну такую мысль провести, что надо помнить свою историю, как хорошее, так и плохое. Потому что сейчас на примере имени Сталина, например, буквально недавно лидер КПРФ Зюганов отреагировал на просьбу правнука Иосифа Сталина, который обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой реабилитировать Иосифа Сталина, чтобы, значит, его, ну, как бы восстановили в глазах, чтобы он не был таким диктатором, которым его рисуют. Вот, по его мнению, это была политика Никиты Хрущева, и вот надо типа его восстановить честное имя. На что Зюганов сказал: все давно пересмотрели, Сталину не требуется никакой реабилитации. Сталин создал великую державу, за 30 лет его правления средние темпы роста составили 14%. Никто в мире еще это не превзошел. Ну вот это как раз о том, что мы все-таки в истории помнили все и хорошее, и плохое. То есть тут вот товарищи коммунисты помнят только хорошее про товарища Сталина. Ну, про тысячи и сотни тысяч репрессированных они почему-то не вспоминают. Про тех людей, про целые народы, которые переселяли против их воли. Я помню, и греков переселяли в Башкирию, там, и чеченцев переселяли в Казахстан, и ингушей, и много кого. И это все такая машина репрессий, которая перемалывала судьбы, которая не давала людям жить нормально. Это все, значит, не вспоминается. Вот это, и, мне кажется, может сыграть и играет уже плохую шутку с нами. Маленький пример. Если в 1989 году рейтинг Сталина в перечне великих исторических личностей в России был минимальным, 12%, то есть его подчеркивали, что он историческая личность, то в 2012 году уже Сталин оказался на первом месте и набрал 49%. Причину социологи тогда видели нахождение у власти Владимира Путина с его авторитарным стилем правления. Ну, еще маленький пример по поводу того, как нужно помнить историю. Идея о реабилитации Сталина возникла не впервые. Она еще была и в брежневские времена, в 60-е годы. Напомню, тогда прошел 20-й съезд, где Хрущев объявил о культе личности. В 22-м съезде через какое-то время подтвердили эту линию. Но накануне 23-го съезда появились некие моменты, когда стало некоторым, по крайней мере, общественным деятелям ясно, что имя Сталина хотят восстановить, реабилитировать его. И вот тогда появилось письмо 25, так называемое, в 1966 году на имя Брежнева. Он тогда возглавлял нашу страну и партию. Вот. И они как бы предупредили о том, что нельзя восстанавливать имя Сталина, нельзя его реабилитировать, потому что те ужасы, несчастья, которые он принес советскому народу, неисчислимы. Еще о многом мы не знаем, так аргументировали эти деятели. Но меня поразил список тех, кто подписал. Давайте просто вслушаемся в эти имена. Все 25 я не буду читать, прочитаю только 10. Олег Ефремов, главный режиссер театра «Современник». Академик Петр Капица. Писатель Валентин Катаев, писатель Константин Паустовский, народная артистка СССР Майя Плисецкая подписала. Андрей Сахаров, не нуждается в представлении, тоже академик. Артист Иннокентий Смоктуновский, режиссер и народный артист Георгий Товстоногов, Марлен Хуциев, Корней Чуковский. Во всех учебниках детских он известен. Такие люди предупреждали, что нельзя забывать, нельзя восстанавливать имя Сталина. Это просто вот такое лирическое отступление от того, что нужно помнить свою историю, в том числе не только хорошее и плохое, и все это нужно держать в памяти.
Продолжим обзор прессы. После новостей о продаже открыток в помощь задержанным по Баймакскому делу Тансулпан Буракаеву попросили освободить помещение в арт-квадрате. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме. Инстаграм входит в корпорацию Мета, которая признана в России экстремистской организацией. И она сообщила, что владелец помещения шоурума Таптаман расторг с ней договор и как бы дал ей месяц срока, чтобы она нашла новое место и переехала оттуда. Вот. И она связывает это с тем, что имя арт-квадратов, ну, как бы бренд арт-квадрата появился в новостях в связи с тем, что она продавала ну, какое-то время открытки в шоуруме Таптаман в этом арт-квадрате. Потом ее предупредили, что не надо там продавать. Она убрала эти открытки с продажи и продавала уже сама непосредственно с помощью интернета, не в конкретном магазине. Вот. Но, тем не менее, новости эти оставались, картинки продолжались как бы цитироваться в интернете. И, видимо, руководство арт-квадрата решило, что лучше, чтобы этого шоурума просто не было. Вот. И, собственно говоря, Тансулпан рассказал, что очень жалко сил, надежд и вложенных средств, но она оптимистично настроена, считает, что все к лучшему. История Таптаман на этом только начинается. Вот в связи с этим я хотел бы вас спросить. Представьте себе, что вы были бы владельцем арт-квадрата, и на вашей территории продавались бы открытки, часть средств от которых шла бы на помощь задержанным в рамках Баймакского дела. То есть, как бы тут немножко вы идете против политики руководства республики. Вот. Что бы вы сделали? Поступили бы так же, как этот владелец, отказали бы в аренде помещений? Да или нет? Два варианта ответа на этот вопрос. И, ну, третий, это для тех, кто, не знаю, сомневается, легко судить со стороны. Такой третий вариант ответа. Я сейчас запускаю голосование на нашем канале в YouTube, где прошу вас также подключаться к нашей программе. Вы можете писать сообщения, комментарии, вопросы. Вот пишет товарищ: в Венгрии служил мой папа, но не могу понять, чего вы своим променадом хотите добиться. Я ничего не хочу добиться, я хочу, чтобы вы знали свою историю. Что делали советские войска на территории Венгрии? Изучите просто вопросы и все. Как говорят в народе, Сталина на них нет, и в этом я согласен. На кого на них? На греков, на чеченцев, на кого вы имеете в виду, можете добавить. Вот. Здравствуйте. Мэрия Уфы закупает катки для цветов на 31 миллион рублей. Мавлиев разместил данный проект. Сейчас, секундочку, мне вылетела эта строчка. Да, разместил проект реконструкции улицы центра, на которой планируют установить эти катки. Ну, в общем-то, вы, наверное, имеете в виду, что зачем столько денег тратить на украшение города. Ну, может быть, вы правы, может быть, нет. Ну да, вот вопрос. Как будут выживать цветы в жару в таких кадочках? Посмотрим, как будут выживать. Все познается как бы со временем. Спасибо большое. Всю историю, что нам преподавали в школе, институтах, вранье нам вдалбливали чушь и ни слова правды, поэтому в наших умах нашего народа столько имперскости, говорит Клара Целкина. Наш слушатель, да, с вами трудно не согласиться. У нас имперскости очень много. Даже в том же вопросе товарищи, которые вот про Венгрию спрашивают, тоже есть такая имперскость. Конечно, наша родина на территории Венгрии находится. Мы там защищаем наши интересы. Согласен. В кавычках с этим. Продолжим нашу программу. Значит, вы отвечаете на вопрос в нашем чате. На месте владельца арт-квадрата вы поступили бы так же или нет? Для тех, кто только что подключился, напомню, что он расторг договор с магазином «Шоурум», где продавались открытки, часть из которых, от продажи которых шла на поддержку семьям задержанных по Баймакскому делу. Куда же нам теперь без шоколадной истории? Я хочу сейчас вам по вашему вниманию напомню эту историю. Дело в том, что у нас в Уфе вышли в продажу шоколад, который называется «Атай», и там был портрет Радия Хабирова. И после этого началось много всяких мемов, в том числе была шутка ребят из КВН про этот шоколад, после чего их отчислили, не отчислили, дисквалифицировали с Лиги КВН, потом снова восстановили. В общем, собственно говоря, эту ситуацию обсудили вчера в программе «Аспекты мнений» с политтехнологом Андреем Потылицыным и экспертом в сфере транспорта Олегом Арефьевым, мой коллега Дмитрий Колпаков. Давайте послушаем этот фрагмент. Господа, что мы наблюдаем последние двое суток? У нас дети сыграли в КВН, да как-то неудачно. И я уже сбился со счету количества видеопокаяний
И дети извиняются, и КВН извиняется, и директор школы извиняется. Зачем вообще нужна была эта идея с шоколадом? Олег, ты, наверное, часто же ездишь по регионам. Где-нибудь губернатор помещает свое изображение на шоколадку? Ну, во-первых, я не думаю, что это идея самого Хабирова. То есть это, как понимаешь, вот такая, ну, я не знаю, насколько вот в эфире это говорится, попытка лизнуть. Холопы перестарались. Да, да. Так он что, не знал, что ли? Я не думаю, что он был в курсе, что с ним даже согласовывали это. Нельзя же взять фото, да еще с ребенком. Да. Конечно, согласовывали, но и мера тщеславия Радия Фаритовича как бы пересилила. Может быть, это был пиар-ход, чтобы восполнить репутационные потери после Баймака? Нет, у Хабирова все время, все его действия – это пиар-ходы для того, чтобы компенсировать, что он натворил вчера. Это бесконечный процесс. Вообще в других регионах есть определенные правила, которые и на федеральном уровне работают. Политики стараются не тащить в информационную плоскость своих детей и своих жен. Потому что все понимают, что хорошим для всех ты не будешь, даже если ты стараешься что-то реально делать, а если ты не стараешься, ты еще хуже. И когда ты тащишь свою семью туда, ты предлагаешь этой семье разделить тот негатив, который ты получаешь. И поэтому я вот, насколько знаю глав, так, чтобы вот пытались вывести свою семью, поставить рядом с собой, я не знаю примеров. К шоколаду возвращаясь, единственное скажу, я не видел его вживую, но на картинке исполнение такое убогое, что в конце концов, если хотя бы решили лизнуть, сделать это качественно. Само исполнение, оно не ниже всякой критики. Конечно, Идельбаев очень сильно подставил Хабирова в этом смысле. Какая-то нелепая, какая-то немножко... Корпоративную сувенирку больше напомнила. Да, даже не корпоративную. Ну, вот корпоративные сувениры никогда не украшаются портретами генеральных директоров. Просто нонсенс, это какое-то байство. И я тут как раз не соглашусь с Олегом, что, возможно, Хабиров не знал. Конечно, знал. Тут вопрос вот именно вот этой оценки, когда Хабиров нормального человека, увидев бы вот это все, он сказал: Артур, ты что, дурак, что ли? Убери немедленно, сделай там добро пожаловать в Башкортостан, нарисуй там, не знаю, гору какую-нибудь. Это же для туристов. Вот так бы ответил Хабиров здорового человека Идельбаеву. А когда ему показали, он сказал: о, классно. Сказал Хабиров, который вот обуреваем этим тщеславием. То есть ему хочется быть, не просто отцом башкирского народа, а таким другом, душевным. Он себя так видит, а башкирский народ морщится и отплевывается. Вот он уникальный человек, который смог разругаться не только со всем населением, но еще со своим, вот, условно говоря, ядерным национальным электоратом. То есть башкиры Башкирии, масляно-масляное, они очень тепло восприняли назначение Хабирова, потому что он этнически им близок, они очень радовались этому. И вот как же надо было постараться, чтобы у них вызвать отвращение, вот это неприятие. Но вот эти шоколадки, это примерно из той же серии вообще. Кстати, у нас Дилара Гунтурова вчера была в этой студии, она заметила, что есть вопросы к юридической плоскости. Во-первых, нельзя было заставлять детей каяться на видео. Не заблюренные почему? лица. Дело в том, что нет, здесь, смотри, здесь они не каялись особенно. Во-первых, не каялись, во-вторых, никто же не сказал, что их заставлял. Они добровольно, да? Добровольно, сами сняли, сами выложили, пришли, осознали, раскаялись. Не в ту дверь зашли, да? Ставлю 5 копеек и немножко саморекламы. Вот в ближайшие выпуски «Открытой политики» я вам расскажу на самом деле, кто писал этот текст, и на самом деле, что случилось на этом КВНе. Потому что там на самом не так все просто, как вот преподносится, что вот сознательные детишки, значит, возмутились поведением Хабирова и выложили вот такой вот номер. На самом деле там все еще более кудряво. Но вот пока я сохраню интригу. Это был фрагмент программы «Аспекты мнений», в которой участвовали сразу два эксперта, Андрей Потылицын и Олег Арефьев. Полностью программу с их участием вы можете посмотреть на наших площадках на всех, и в Дзене, и в Одноклассниках, и ВКонтакте, и в Телеграме, в подкасте, и в Ютубе, естественно, где наша основная площадка находится. «Аспекты Башкортостана» находите площадку, и там вы увидите в трансляциях прошедших как раз эту программу. Вот, по поводу ситуации с командой КВН «Барабер» могу только единственное добавить, что ребят действительно заставили говорить на камеру. Я думаю, там про согласие говорить трудно, мы их не можем спросить об этом. Но то, что у них нету, например, одного из них, Ильнас, один из главных, кто там был, выступал, вернее, у него нету родителей, он сирота. То есть ему фактически никто не может его интересы представить, кроме как руководителя гимназии. Вот это, и он сам, собственно говоря, на него же и надавил, я думаю. По крайней мере, представитель этой гимназии. Вот это, кстати, вызывает сожаление. То есть дети оказались беззащитными. И это неправильно. Это, на мой взгляд, совсем неправильно. Напомню, что у нас в Ютубе идет голосование.
Я спрашиваю вас, на месте директора «Арт-Квадрата» как вы поступили, так же или нет? Напомню, что он отказал в аренде хозяйке шоурума, которая продавала открытки раньше, значит, и об этом вышла новость. Помощь от продажи этих открыток, деньги шли на помощь задержанным в рамках баймакского дела. И продолжая баймакское дело, и вернее тему эту, следующая новость. В баймакском деле появился еще один фигурант. 10 марта задержали Вадима Кагарманова. Об этом сообщили его родственники. Сам он достаточно молодой парень. Родился в 2000 году в марте в Бурзянском районе. Получается, ему сейчас, вот буквально вчера ему исполнилось 24 года. Вот он отучился и после этого служил в армии, в воздушно-десантных войсках. И сестра рассказала нашей редакции, что из-за событий, произошедших в январе в Баймаке, ее брата задержали 10 марта, забрали его из дома. И в данный момент он находится в СИЗО. Арест продлили до мая 2024 года. Какое обвинение ему предъявили, пока ей не было известно на тот момент. Мы сейчас тоже не знаем, но будем следить. И по словам родственников, Вадим – это добрый, отзывчивый, совсем еще юный парень. Никогда в жизни не причинить вреда другим. И теперь родственники открыли сбор средств на юридическую помощь и на другие расходы. Кто захочет ему помочь, заходите на телеграм-канал «Поиск информации по задержанным после Баймака». Правда, этот телеграм-канал немножко изменил свое название. Надо тоже, наверное, об этом сказать. Это тоже своего рода новость. Теперь он называется «Поиск инфо по репрессантам после провокации в Баймаке». Вот так сказать, акценты поменял владелец этого канала. И там есть в том числе информация про недавно задержанного Вадима Кагарманова. Просто по его фамилии в меню вы найдете, как можно ему помочь. Помогайте. Таким образом, пока непонятно, конечно, если ему уголовное дело предъявит обвинение, то он станет 79-м уже участником баймакского дела. Туда наша редакция включает в том числе Рифата Даутова и Миньяра Байгускарова, которые уже погибли, были задержаны в рамках этого дела, но погибли. Вот. И продолжая тему баймакского дела, мы вчера пообщались с женой Айтугана Китикова, которого забрали еще в январе в Кугарчинском районе. Вот. Они, в общем-то, дружили вместе 2 года, а поженились в октябре 23 года. То есть, так сказать, достаточно молодая семья. И вот Амина Китикова согласилась рассказать нам немножко о своей семье и обстоятельствах задержания. Давайте послушаем запись нашей беседы. Можете про Айтугана рассказать? Что за человек он? Чем занимается? Он работал на севере вахты. Дома он никогда не сидел сложа руки. Он всегда чем-то новым занимался, всегда что-то новое для себя изучал. Недавно начал картины делать выжиганием. Хотел начать делать еще часы именные. Уже тоже заказывал все материалы для этого. Летом занимался пчеловодством. Можете рассказать что-то об обстоятельствах его задержания? Когда задержали? В каких условиях? 24 января приехали примерно в 12:40, 12:30 4 мужчин. 2 из них были в гражданской форме, 2 из них были вооружены автоматами, касками, бронежилетами. Зашли домой, ничего не спросили, начали искать Айтугана. Они даже и не спросили, он здесь живет или нет. Айтуган в это время в бане был. Когда его нашли, Айтуган вообще не слышал то, что они приехали. Ему начали предъявлять то, что он скрывался. Удостоверение не показали. И на вопрос, откуда приехали и куда увозите, и не говорили. Смеялись, говорили, в Баймак увозим, в Баймак, и все. Потом вечером Айтуган сам позвонил. С той поры вы, я так понимаю, успели нанять адвоката, и вот его сейчас продлили задержание, да, ведь под стражей? Да, 11 марта был суд, продление. Вы первый раз его увидели после вот того, как его задержали? Да, первый раз. Как будто целый год не видела. Месяц прошел очень долго. Он сам не смог стоять на месте. Улыбался постоянно. В мою сторону постоянно поворачивался. Даже во время заседания. Он не слушал никого, просто смотрел на меня. Его привезли в цепях. Руки были в наручниках, ноги были в цепях. И между собой они были связаны цепями. Наш адвокат даже удивился этому. Говорит, никогда такого на практике не видел, чтобы в цепях привозили. Что говорит адвокат? Есть какая-то надежда там, не знаю, на оправдательный приговор или пока еще рано вообще об этом говорить?
Говорит, есть такой маленький шанс, но из-за того, что вот такая ситуация, говорит, не будут его выпускать, будут держать. Я хотел спросить насчет писем, переписки какая-то ведется, что там он, может, что-то интересно сообщает по поводу условий содержания. Сказал то, что их всех вместе не сажают. Те, кто по Баймакскому делу задержан, их всех по отдельности держат, сказал. А так ничего, то какие-то просьбы не передавал, там, не знаю, что-то там, может быть, ему нужно. Врачи сказали то, что со временем нужна будет операция. Но где-то вот в конце апреля он должен был приехать с вахты, и тогда должен был сделать операцию. Но это он сам сказал во время суда, но во внимание это не приняли. Сказали, пусть вам лекарства пить дадут. Ему нужны лекарства, а лекарства не принимают. Обычно родственники задержанных как бы боятся с прессой общаться, вот, а вы нет. Вот можете что-то сказать таким людям? Нельзя бояться. Если сидеть и бояться, то можно всю жизнь так в тюрьму передачки носить. Из-за того, что когда-то побоялись об этом рассказывать. Почему Айтуган не может быть экстремистом вообще? Как вы своими словами можете объяснить? Как они могут быть все экстремистами? Я не понимаю. Ничего такого противозаконного он никогда не совершал. Против закона, против власти никогда никаких высказываний не говорил. Он, так же, как и все, захотел поехать в поддержку. Не хотел оставаться в стороне в такой ситуации. А вы сами, вот скажем, когда были исходы и в Тимясово, там, и в других местах, вот в Заурале, вы в курсе ситуации, вот это, почему люди выходили, там, чего требовали? Отстаивать свои права, свои земли, родные края. Это была запись беседы с женой задержанного по Баймакскому делу Айтугана Китиковой, Аминой Китиковой. Вот. Надеюсь, вы внимательно прослушали этот разговор. Но, тем не менее, я хотел бы сделать пару акцентов. Во-первых, как вела себя полиция. Ну, может, я не знаю, может, не полиция была, кто-то другой. Ну, скажем так, силовики, да. Они смеялись, когда задерживали Айтугана. Они не показали удостоверения, не ответили на вопросы, куда везут и прочее. Это нарушение прав человека. Это как раз говорит о том, что то, что в Конституции заложено, государство должно обеспечивать защиту прав человека, оно своих обязанностей не выполняет. Это так вот для меня вывод такой из этой истории. Дальше тоже Айтуган болен болезнью. Какой болезнью я спрашивал у жены, но понял, что лучше не разглашать его диагноз. Неважно, ему нужна операция, она планировалась в апреле. Вот сейчас март. Его задержали до июня по решению суда. И суд не принял во внимание, что у него должна была пройти плановая операция. И сказал, давайте пусть лекарства ему передают. Судья такой, знаете, разбирается в медицине лучше, чем специалисты, да, врачи. Вот. А в СИЗО сказали, лекарства мы не принимаем. Тоже нарушение прав человека. Ну, тут нарушаются уже права, скажем, если в первом право на, не знаю, правосудие, на защиту нарушается, то в этом случае право, в конце концов, даже на жизнь может быть нарушено. Вот. В том числе право на охрану здоровья. Есть такие права в Конституции, они все прописаны, они прописаны в начале Конституции, в первой главе. Это основной закон, который нельзя менять. Даже голосованием нельзя его менять. И референдумом нельзя менять. Ничем нельзя менять. Но нарушают товарищи и полицейские, и судьи. В том числе. Ну, не полицейские, я тоже еще раз говорю. Они, возможно, задерживали представителей других структур. У нас сейчас столько структур. Давайте я могу перечислить. Росгвардия, Следственное управление, прокуратура, МВД. Кто там еще? В общем, их много. Силовики, скажу. ФСБ еще есть, да. Вот. И надеюсь, что у нас вот эта вот информация по поводу заболевания Айтугана Китикова и необходимости операции дойдет до нужных ушей и в первую очередь до членов Совета по правам человека, который существует в Башкортостане. Совет по правам человека при главе Башкирии. Он есть. Товарищи, уважаемые члены Совета, которые занимаются баймакской историей. Там даже создали рабочую группу. Я отправлю после эфира ссылочку на все вот эти дела, на интервью. С самого интервью вам отправлю, если надо. Примите меры какие-то, если у вас есть силы, желания и возможности. А потом сообщите, пожалуйста, это все прессе, чтобы это было открытым достоянием, чтобы человек из-за решения какого-то человека в мантии мог потерять свое здоровье.
Пусть я, конечно, реалист, я понимаю, что сейчас для государства судьба одного Айтугана Китикова абсолютно ничего не значит. Абсолютно ничего не значит. Но для нас она значит. Для меня значит. Надеюсь, для вас, для аудитории аспектов тоже значит судьба человека что-то. Жизнь человека, здоровье человека. Вот. Поэтому прошу всячески поддержать Айтугана Китикова, в том числе и сбором средств, если вы захотите помочь. Хотя они перестали уже, они закрыли, они собрали все нужные средства, но возможно, что в будущем понадобится. Но либо своими обращениями вы можете в органы власти, в тот же СПЧ, напомнить, что есть такой человек, содержится в СИЗО, у него заболевание, у него операция в апреле должна быть, а ему ее фактически отказывают и лекарства не принимают. Напомню, что на нашем канале в YouTube идет голосование. Я спрашиваю вас, как бы вы поступили на месте владельца арт-квадрата также? Да, нет, либо легко судить со стороны. Третий вариант ответа. И напомню, что он отказал в аренде владельцу шоурума, хозяину шоурума, который продавал открытки. И часть средств из этих открыток от продажи шла на поддержку как раз семьям задержанных по Баймакскому делу. И тут ваши комментарии я хочу прочитать. Все-таки вы активно это все обсуждаете. У многих людей пропаганда и вся общественная политическая ситуация сформировала двоемыслие, так что менеджеру из арт-квадрата вряд ли даже кто-то позвонил. Он сам подумал, что лучше от греха подальше. Ну, во-первых, не менеджер арт-квадрата, а владелец. Речь идет о нем. Он только принимал решение. Во-вторых, да, возможно, ему никто и не звонил. Тут как бы мы не можем судить. Я лично отправил вопрос как бы с просьбой прокомментировать ситуацию, разъяснить этому владельцу, он пока молчит. Но я думаю, он и будет молчать, это не в его интересах, это плохой пиар для арт-квадрата. Мне, честно говоря, туда даже расходилось ходить. Ну, хотя очень хорошее место, очень хорошее дело сделали для города. Но вот это поведение, оно такой осадочек, знаете, оставляет. Вот, на этот же бренд. Дальше продолжает наш слушатель Евгений Черниковский. Без согласования, конечно, ничего бы не сделали. Башлык имеет очень завышенную самооценку, типичная азиатская байска и чинопочитание. Ну, тут, видимо, за то, что он шоколад такой сделал. Без согласования его портрет не могли, естественно, разместить на обложке шоколада. Тут, я думаю, это любой разумный человек с этим согласится. Вопрос комментирует, что тем, кто не из Уфы, продукцию Таптаман можно заказать онлайн в запрещенной социальной сети Инстаграм. Ну, то есть Инстаграм входит в корпорацию Мета, которая признана экстремистской организацией, но тем не менее пользоваться там вот с помощью каких-то контактов, там можно узнать, вот как раз найти Таптаман, перед этим собачку поставить и найти как раз этот магазин, шоурум в соцсети Инстаграм. Вот. Что еще? Лучи поддержки Амине, да, согласен. Вот сейчас собирать подписи следователей для характеристики обвиняемого нужно, советуют наши слушатели. Кое-какие комментарии я читать не буду. Амина прекрасно сказала, не надо бояться. Да, вот. Собирать подписи как свидетельство нарушения закона не надо, а нужно собирать подписи для характеристики обвиняемого и как свидетельство, чтобы обвинить. Что-то, короче говоря, я вас не совсем понял, не буду. Власти часто пользуются юридической безграмотностью большинства населения, а правоведение в специальных школах, СУЗах, вузах не преподают в нормальном объеме. Но всегда есть интернет, всегда есть глаза, уши, всегда есть возможность ту же Конституцию прочитать, узнать, например, про праве 51, статья, которая 51 гласит, что ты не можешь спокойно против себя не свидетельствовать. Ну, много других таких моментов есть. Не знаю, право на свободу распространение информации есть такое. Есть право на свои убеждения, на свои принципы. Ну, давайте продолжим. Обзор прессы. У нас какие были новости. Как в том же Баймакском районе себя жители ведут. Очень интересная новость. Вчера была. В Баймакском же районе жители сами отремонтировали подвесной мост. Об этом сообщила Баймак ТВ. Вот. Они рассказали, что жители деревни Буранбаева на Субботнике отремонтировали мост. Там есть единственная река Сакмара, вот, через которую можно провести этот мост. Вот. Свой вклад в благое дело внесли не только мужчины, но и женщины, сообщило местное телевидение. А в группе сельского дома культуры местного ВКонтакте сообщили, что мост был построен раньше в 1969 году по предложению и проекту деда Гумера жителям деревни на Субботнике. Тоже, видимо, аналогично. То есть 69 год, посмотрите, да, что происходило при советской власти. Жители сами свою проблему решали, как им через реку перебираться.
2024 год, как далеко мы ушли, да? Вот, то же самое происходит. Ну, может быть, конечно, тут слова благодарности жителям за их, скажем так, неравнодушие, за их инициативность, то, что они молодцы, конечно, не сидят без дела, не стонут, не ноют, но, с другой стороны, наверняка государственная власть могла бы что-то сделать и самостоятельно тоже в этом плане. Другая новость из другого района, но тоже заставила меня как бы порассуждать. В Уфимском районе сотрудников муниципального учреждения заставляли сдавать часть зарплаты на развитие района. Об этом сообщили в региональной гострудинспекции. Вот, они обнаружили, инспекторы, что, значит, сотрудники муниципального учреждения автономного, которое называется хозяйственное управление Уфимского района, должны были отдавать по 500 рублей, значит, на поддержку и развитие муниципалитета. Вот, видимо, на такие мосты, чтобы, значит, денег хватало. Ну, в своем роде. То есть, на какие-то проблемы местные. Сотрудников принуждали писать заявление об удержании части зарплаты. Но поскольку сам ты можешь только добровольно сдать, поэтому надо написать заявление. Типа, я хочу сдавать. Однако это является нарушением трудового законодательства, заявили гострудинспекции. И руководству этого управления муниципального объявлено предостережение. Ну, о чем здесь можно добавить, что, да, такая практика добровольно-принудительных взносов, она существует. И не только, я думаю, что в этом управлении. В каждом районе есть некий фонд. Он может называться по-разному. Там, поддержки района, общественный фонд, еще что-то, да. Эти деньги можно тратить не как государственные, а как бы по-другому, попроще их тратить эти деньги. Можно в том числе покупать подарки там начальству. Билеты можно покупать на хоккей, вот за счет этого, как было в свое время в Уфе, вот за счет общественного фонда покупали, дарили кому надо. Вот, и вот, видимо, я думаю, эти деньги так именно и собирались, таким образом. Ну, плохая ситуация. Не хотелось бы, чтобы так происходило и дальше. Надеюсь, вот эти вот контролирующие органы в лице региональной гострудинспекции будут и дальше продолжать следить за такими ситуациями. В неприятную ситуацию попала бывший депутат Госсобрания Республики от КПРФ Лия Хафизова. Она не попала к эндокринологу государственной больницы. Об этом она рассказала на своей странице ВКонтакте. И, собственно говоря, ситуация типичная вроде бы, но тем не менее, когда на ситуацию обращает внимание какой-то человек, который имеет вес, ну, я считаю, Лия Хафизова общественный вес имеет, только потому, что она была уже депутатом Госсобрания, то есть у нее есть и избиратели свои, кто ее поддерживал, кто за нее голосовал. То есть у нее есть определенный вес. И вот она рассказала. Пыталась на протяжении 2 недель попасть к эндокринологу. То записи нет, то на больничном находится врач. Как быть? Просто почитать в интернете причину моих недомоганий и приступить к самолечению, задает он вопрос. Или просто не обращать внимания на состояние, продолжать ходить через силу, пропить курс каких-нибудь витаминов. Ну, в итоге, конечно, ей пришлось обратиться в платную клинику, где она потратила более 6 тысяч рублей. Квитанцию она приложила как бы к посту. И она отметила, там принимают быстро, врачи все есть, очереди нет. Но заметила, была же раньше медицина-то бесплатная. Были все специалисты, успевали всех принимать. Не было очереди на несколько месяцев вперед, не было такой очереди. Пришел в поликлинику, карточку взял и иди к врачу. Ну и задала вопрос, с какими трудностями вы сталкиваетесь, когда хотите попасть к бесплатным специалистам. Да, кстати, вы тоже можете в комментариях об этом написать. Как вам наша медицина? Удается ли вам попасть к узкому специалисту достаточно быстро? Скажем так. А что такое арт-квадрат? Ну, если вы не знаете, Раиса Хадиев, я расскажу. Это очень уникальное место в Уфе. Его отремонтировали, отреставрировали, привели в порядок. И если вы в это место попадете в Уфе, создается впечатление, что вы где-то в центре Европы находитесь. Настолько там красиво, настолько там все сделано по уму. Столько там всяких, не знаю, мест, общественное пространство, там разные площадки, выступают артисты, певцы поют. Много чего такого интересного там происходит. Советую, если вы в Уфе в этом месте еще не были, обязательно там побывать. Но говорю, лишь вот у меня этот осадочек есть. Мне пока настроение туда идти не тянет из-за ситуации, по которой мы проводим опрос в интернете. А вы бы также поступили на месте владельца арт-квадрата или нет? Из-за ситуации с продажей открыток, часть средств от продажи которых шла в поддержку семей, задержанных по Баймакскому делу. Вот.
Республика мост не может отремонтировать, а в Уфе на никому не нужные катки тратит 31 миллион рублей. Ну, мост, о котором я говорил, это в Баймаке, в Баймакском районе, в деревне Буранбаево, если не ошибаюсь, проходит. Вот, собственно говоря, продолжаем нашу программу, другие наши новости. Сейчас посмотрим, какие еще были. Как живет общество, строит, ремонтирует мосты, сдает деньги, значит, на поддержку района и не попадает к врачу. Это вы уже узнали. Теперь давайте посмотрим, как в прошлый четверг себя чувствовало государство и государственные органы различные. Так, в правительстве Башкортостана на один государственный комитет стало больше. Ради Хабиров издал указ, который называется «О мерах по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти». И там была госинспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Теперь это стало госкомитетом с таким же названием. И теперь в составе правительства Башкирии стало 8 госкомитетов, было 7. Понятно, что это, скорее всего, означает повышение зарплат и повышение статуса, собственно, вот этой инспекции. Видимо, больше прав, полномочий. Ну, не знаю. В табеле о рангах бюрократическом то же самое. Начальники там будут значить больше, чем значили до этого, возможно. Другие новости тоже связаны с госорганами. Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего сотрудника Госкомитета Республики по жилищному и строительному надзору. Он обвиняется в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре. Что же произошло? Инспектор Госкомжилстройнадзора получил 140 тысяч рублей от сотрудников управляющих организаций. Деньги ему давали за несоставление протоколов о привлечении этих управляющих компаний к административной ответственности по фактам, которые он сам же и обнаружил. Деньги переводились на карту знакомого, которая все-таки находилась в распоряжении самого инспектора. Он признал свою вину, и на его имущество наложен арест. Вот такая новость из жизни Госкомитета Республики по жилищному и строительному надзору. Другая новость уже целого правительства касается. Птицефабрика Башкирская подала иск к правительству республики. Она пытается оспорить отказ регионального госкомитета по ветеринарии выплатить ей компенсацию в размере 700 миллионов рублей за уничтоженные из-за гриппа птиц поголовье. Об этом сообщил РБК Уфа. Ну, история всем известная. В августе 2023 года, прошлого года, была вспышка птичьего гриппа. И из-за этого на птицефабрике Башкирская уничтожили аж 3 миллиона 250 тысяч голов куриных. Значит, куриц. Уничтожили в том числе больше 18 миллионов яиц. И всего 70 тонн мяса и мясопродуктов тоже уничтожили. Вот, естественно, были понесены затраты. Эти затраты компания попыталась, значит, часть, видимо, расходов обратиться к правительству, к Госкомитету по ветеринарии, потому что была, видимо, форс-мажорная ситуация, и там этот Госкомитет мог санкционировать выплату компенсации в размере 700 миллионов рублей, но вот они не согласились, и теперь птицефабрика оспаривает это решение в суде. Ну, можно добавить, что новую партию куриных яиц птицефабрика планирует запустить в продажу этим летом. Будем ждать лета. Тогда, возможно, цены на куриные яйца немножко снизятся. Ну, если там будет больше предложений, чем спроса, конечно. Новость касается уже криминальная другая. Застройщика жилищного комплекса «Меридиан» в Уфе обвинили в обмане инвесторов на 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре. Собственно говоря, там, по данным РБК Уфа, перед судом должны предстать учредитель и директор инициативы Ильдар Мукаев и бывший директор НФСК, такая компания, Владимир Безруков. Третий фигурант тоже там был, но он умер в августе прошлого года. Поэтому осталось только 2 фигуранта. По версии следствия, Ильдар Мукаев совместно с Безруковым и вот этим умершим человеком похитили деньги 25 граждан, инвесторов строительства жилого дома в Уфе на сумму свыше 51 миллиона рублей. Вот. И при этом, чтобы действия строительной компании не подпадали под закон о долевом строительстве, с клиентами заключали другие договоры. Договоры инвестирования, так называемые. Вот. И еще был же эпизод, когда 2 фигуранта этого дела таким же образом обманули еще 10 граждан, желающих приобрести недвижимость
многоэтажном доме. Там уже сумма ущерба оценивается в размере около 23 миллионов рублей. Вот такая новость из сферы строительной. Есть в сфере строительства и хорошие новости. Смотря, конечно, как их оценить, но тем не менее есть точно хорошие новости. По крайней мере, например, в Уфе открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он называется Центр спорта Физра-Р. Открыли его на улице Максима Рыльского. Об этом рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Общая площадь центра физкультурного оздоровительного около 3000 квадратных метров. Здесь можно будет играть в футбол, настольный теннис, заниматься фитнесом. Как сказал мэр, порядка 40% времени этого центра будет предоставлено детям для бесплатных занятий. Это очень важно. И похожий манеж на Дуванском бульваре собираются открыть в апреле. А еще один комплекс для спортивных видов спорта с мячом, который называется «Мед», строится в Демском районе города. Это такая хорошая, позитивная строительная новость. А еще из сферы строительства вчера РБК Уфа рассказала, что в Уфе началось строительство промышленного технопарка РВ-1 оценочной стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Стойка настолько важна, что ей старт этой стройки дал глава Башкортостана Ради Хабиров. Здесь уже не 3000 квадратных метров, как в центре физкультурном, а 30 тысяч квадратных метров, сообщила РБК Уфа. Собственно говоря, в этом технопарке будут выпускать беспилотники, комплектующие к ним и электронные компоненты. Всякие сенсоры, платы, датчики. Планы там большие. Хотят через 6 лет, чтобы там было 370 рабочих мест, а выпуск, чтобы довести продукцию до 4 миллиардов рублей. Серьезная такая стройка. На первом этапе до следующего года должны создать инфраструктуру для размещения производства в сфере печатной микроэлектроники. И дальше там должен появиться научно-производственный центр беспилотных систем. И этот проект федеральный, рассказал Ради Хабиров. В конкурсе республика выиграла 500 миллионов рублей финансирования. И уже в конце лета должны быть построены производственные помещения. А впоследствии здесь должен появиться кластер беспилотной авиации. Вот такие планы у нашего правительства. Напоминаю, что у нас идет голосование. Скоро мы его уже закончим и подведем итоги. Поэтому, если кто желает проголосовать, ответить на вопрос, как бы вы поступили на месте владельца Арт-Квадрата, который, напомню, отказал в аренде хозяйки шоурума, продававшей открытки, в поддержку семьям задержанным в рамках баймакского дела. Вы бы тоже отказали? Да или нет? Или есть третий вариант ответа? Посмотрите в чате. Идет голосование. Так что, Был в Квадрате один раз на музыкальном вечере, посвященном событиям на Куштау. Не понравился этот пятачок. Собственно говоря, это личное мнение каждого. Но посмотреть, сходить хотя бы один раз, знать свой город, я думаю, это нужно. Конечно, когда депутатом Хафизова относилась к РКБ-2, там всегда есть все специалисты для властной элиты, а теперь почувствовала проблемы обычных граждан и обратила внимание. Молодец, комментирует Евгений Черниковский. Что ж, ваши комментарии. Понятно. Спасибо большое за активность. Голосуйте. Скоро мы завершим голосование. Новость про Уфу. Уфа заняла 3-е место в рейтинге городов-миллионников с самой большой долей пользователей Telegram в России. Согласно подсчетам аналитиков МТС АДС, Уфа обогнала даже Новосибирск и Москву. По этому показателю месячная аудитория Telegram в Уфе составила 62% от численности всех горожан. На первом месте Казань, Санкт-Петербург, там 65%, и на втором Краснодар и Екатеринбург 64%. То есть почти 2/3 уфимцев так или иначе пользуются Телеграмом. Поэтому я вас тоже призываю пользоваться. Уже практически все этим пользуются. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Аспекты Башкортостан». Там оперативные новости, анонсы наших программ. Это вы всегда будете в курсе событий. И еще тут маленькая такая практическая информация из этого вопроса. Больше всего пользователи заходят в Telegram с 12 до 14 часов по местному времени. Так что будем знать, что в это время наиболее активно используется Telegram уфимцами. Теперь пора завершить голосование. Закроем. Давайте его.
и посмотрим, как вы поступили бы на месте владельца арт-квадрата, который отказал в аренде, значит, магазину, продававшему ранее открытки в поддержку потерпевших по Баймакскому делу. Не потерпевших, задержанных. Давайте посмотрим. Итак, большинство голосов поступили бы не так же, 68% не стали бы отказывать в аренде. На втором месте ответ занял по количеству 22%. Легко судить со стороны. Ну да, типа мы не знаем. В этой шкуре не побывали владельцы, поэтому легко судить со стороны. И да, согласились с владельцем арт-квадрата 10% нашей аудитории. Вот. У каждого свое мнение, но все-таки большинство согласно, что нельзя экономическую деятельность смешивать с какой-то благотворительной деятельностью фактически, чтобы влияло это решение. То есть ты хочешь помочь кому-то и занимаешься с помощью своего бизнеса этим. Зачем закрывать бизнес-то? Пусть занимается человек, пусть делает то, что хочет. Но тут у страха глаза велики. Видимо, все-таки владелец арт-квадрата испугался чего-то. И это очень важная тема для всех нас. В ближайшие дни, недели и, возможно, месяцы, годы. Тема страха. Да. Я знаю точно, что... Не знаю точно, не буду говорить, конечно, это неправильное выражение. Убежден с 99% уверенностью в том, что после выборов у нас ситуация в стране и в республике ухудшится. И поводов для страха будет еще больше, больше и больше. Вот. И у каждого рано или поздно встанет выбор. Что тебе делать? Бояться дальше? Или все-таки уважать себя, собственное достоинство и вести себя так, как тебе подсказывает совесть, там, принципы и прочее. То есть у вас у каждого из нас рано или поздно встанет выбор. Либо поддаться чувству безопасности, чувству страха, либо все-таки придерживаться принципов и поддаться, вернее, уважать свое собственное достоинство. Вот будет выбор. Либо страх, бояться, либо себя уважать. У каждого рано или поздно такой выбор настанет. И я не буду этот вопрос ставить на голосование, это бесполезно. Каждый индивидуально это будет решать. А я продолжу программу выпуском новостей, вечерним выпуском новостей телеграм-канала «Эхо Новости». Давайте узнаем, что же происходило вчера важного в стране и в мире. Итак, прокуратура Москвы предостерегла жителей столицы от участия в акции «Полдень против Путина». По утверждению ведомства, за несогласованное публичное массовое мероприятие может грозить уголовная ответственность по статье о препятствовании работе избирательных комиссий. Максимальное наказание по этой статье составляет до 5 лет лишения свободы. В Белгороде из-за постоянных воздушных тревог временно закрыли все торговые центры, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Тем временем, по сообщениям очевидцев, местные жители массово покидают город Грайворон. Ранее российские подразделения в составе Вооруженных сил Украины призвали жителей приграничных районов к эвакуации, пообещав начать массированную атаку по путинским военным в пятницу. Число мужчин с инвалидностью в России достигло рекорда. За 8 лет подсчитала Верстка. Это СМИ, признанные иноагентом. Согласно данным Фонда пенсионного и социального страхования, в прошлом году показатель инвалидности, мужчин с инвалидностью вырос сразу на 507 тысяч человек плюсом. Всего было зарегистрировано 2 миллиона 170 тысяч таких мужчин в возрасте от 31 года до 59 лет. Бывший участник специальной военной операции в Украине получил 20 лет колонии по делу о гибели 13 человек при пожаре в ночном клубе Костромы. По версии следствия, в ноябре 2022 года в потасовке с другими посетителями Станислав Ионкин, бывший участник СВО, выстрелил из сигнальной ракетницы в потолок, что и привело к пожару. Как сообщает ТАСС, осужденный намерен вновь отправиться на специальную военную операцию. Россия, вероятно, заглушила GPS-сигнал на самолете главы Министерства обороны Великобритании, пишут Times и Guardian. Это произошло недалеко от границы с Российской Федерацией, когда министр возвращался с учений НАТО в Польше. Связь со спутниками отсутствовала в течение получаса. Тинькофф намерен объединиться с Росбанком. Как пишет РБК, совет директоров банка сделает соответствующее предложение акционерам. По данным источника ТАСС, при интеграции может быть создана банковская группа, при этом оба банка сохранят лицензию и название. Оба кредитных учреждения принадлежат Владимиру Потанину.
SpaceX потеряла связь с космическим кораблем Starship при его входе в атмосферу. Хотя аппарат, вероятно, был потерян, компания Илона Маска впервые смогла вывести Starship на орбиту Земли. Испытательный полет Starship третьим по счету был признан успешным. Это были все новости вечернего выпуска новостей телеграм-канала «Эхо Новости». На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдуллин. До новых встреч в эфире.